В редакции газеты «Республика Абхазия» вовсю кипит работа. Каждый сотрудник занят своим делом. И с ними, не покладая рук, трудятся приглашенные специалисты. Верстальщик газеты Варвара Михайлюк и дизайнер-верстальщик Ильдар Габидулин работают над свежим номером газеты. Пипетку Да, возьми. да. Пипетку возьми. Вот эту, Да, правильно? да, правильно. Наверх подними. И, ага. На что нажать? Ни На на Ctrl? что не нажимай, просто на текст. И тут тоже. Ой, как здорово вообще. Сегодняшние печатные СМИ переживают не лучшие времена. Каждый старается подстроиться под стремительно меняющийся мир, запросы читателя и придумывает новые способы привлечения аудитории. В этом вопросе у газеты Татарстана «Шахри Казан» есть свой метод. Вот уже в течение недели этим опытом Ильдар Габидулин делится с редакциями газет «Апсны» и «Республика Абхазия». Он рассказал абхазским коллегам о современных дизайнерских решениях, показал верстку с помощью новых методов. Газета они делали очень хорошо, неплохо, я бы сказал. Времени нет, мы все время с девчонками вот так общаемся. Они вот впитывают, что мы знаем, мы впитываем, что они знают. Вот это, мне кажется, очень хорошая вещь, обмениваться опытом, и надо его продолжать. Так, результатом обмена опытом можно выделить верстку уже вышедшего номера газеты «Апсны». Сравнивая новый и старый выпуски, невозможно не заметить изменения. К примеру, благодаря новой верстке газета выглядит аккуратней. Строки линий стали параллельными, ровными. Выделяется шрифт заголовка. Фотографии к статьям стали обрабатываться качественней. Новая сетка верстки станет для читателя интересной и удобной. Весьма доволен, и весь коллектив доволен. Оказалось, что можно перенимать опыт, и нужно. Газета требовала некого обновления, визуального обновления. Есть какие-то новые тенденции, за которыми мы, возможно, не успеваем. И поэтому вот тот богатый опыт, который есть у наших коллег из Казани, мы вот перенимаем. Они уезжают, но наши сотрудники, мои коллеги уже изучили новые правила, новые формы, новые шаблоны, которые используют, в частности, в Татарстане. Новой версткой порадует также газета «Республика Абхазия», ближайший номер которой выйдет уже во вторник. Новые идеи родились и в информационном агентстве «Апснепресс». Здесь главный редактор информагентства «Татар-Информ» и сайта «Интертат» Рамис Латыпов делится своими наработками. «Апснепресс» мне редакция очень понравилась. Здесь работают молодые люди, здесь кипит энергия. Бывают такие моменты, вот человек, журналист, он знает, что надо делать, но когда ему показывает чужой опыт, там сам вспоминаешь, вот надо же, можно же так сделать, и просто надо взять в оружие, вооружаться, так скажем, современными знаниями. И вот современные СМИ, у них есть своя специфика, это не газета, это не телевидение. Мы поработали с журналистами, рассматривали некие материалы, я рецензировал какие-то материалы. Если мои советы помогут, я буду рад. И я брал интервью тоже, параллельно пытаюсь там делать для своего сайта интересные материалы, потому что здесь прекрасная природа. Вчера были вот на Афонской пещере, я снимал видео, и читатели наши уже оценили. Татмедиа объединяет десятки СМИ – газеты, журналы, телевидение, радио и интернет-издания. Татмедиа – это 65 филиалов. Все редакции медиахолдинга представлены в соцсетях, мессенджерах и видеохостингах. Ежемесячно сайты редакции посещают более 9 миллионов человек. Журналисты отмечали, что им интересно работать над повышением квалификации. Наши коллеги из Татарстана рассказали нам, как работать оперативно. Вот. Мы делали материалы, и он смотрел, редактировал, показывал наши плюсы, минусы, рассказал, на чем нужно сделать акцент. Сотрудничество с коллегами и их приезд в Абхазию стал возможным благодаря подписанному соглашению о сотрудничестве в сентябре этого года. В сентябре было подписано соглашение между Татмедиа и между Апснемедиа, согласно которому мы вот и продолжаем нашу работу.
Это не первая ласточка, сегодняшние гости – это не первый обмен опытом. У нас уже проводились онлайн-семинары для наших сотрудников, проводили их сотрудники Татмедиа. Вот на сей раз к нам приехали еще 2 специалиста. Безусловно, у каждого издательства есть свои фишки и наработки. А обмен опытом способствует межредакционному сотрудничеству, новым знаниям и дарят массу положительных эмоций. Приглашенные специалисты отметили, что познакомились с очень дружным творческим коллективом, каждый в котором полон идей и готов к их реализации. Шазина Ханагуа, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.